Салам алейкум, приветствую, друзья, вас на своем канале. Очередной коп. И все на старом же поле, где я уже где-то штук, сколько, уже 8, по-моему, монет находил на этом поле. 2 раза приезжал или 3 раза приезжал я. Но тут еще тогда эти колосья были, оставались после зерна. Сейчас мы видим, поле уже малость убрано. Прошлись тут. Пробарановали вроде, да, так говорят. Ну, и у меня был новый сигнальчик здесь. И обнаружил я вот эту вот штучку, наперсточек. Или то, что от него осталось, скорее всего. Видите, несколько раз проходился я по полю этому. И все-таки что-то тут было. Сам наперсточек сверху вот испорчен вроде. Или может такие бывали, но зачем такой нужен, если для пальца это самое места нет. Если палец проходит, хотел сказать. Вот. Что интересно, несколько раз пройдешься, все равно есть шанс что-то обнаружить. Главное, чтобы нормально пройтись. То, что мы будем сейчас делать. Окей, продолжаем. Так, после недолгих хождений по полю у меня был сигнальчик. И что-то сегодня у меня все бытовое. Вот такая пуговка металлическая. Да-да, это пуговка. Вот крепление какое-то. Ушко. Может, солдатская. Ну, пуговка. Думал, монета. Вот глубоко сидела. Сантиметров 10-15. Вытащил я. Главное, вот я же говорю, уже 3-4 раза проходил я по этому полю. Ну, тогда вот такие корешки оставались вот такого размера, сантиметров 5-6 тоже. И к земле вот катушку не так можно было и опустить. А сегодня уже нормально все идет. И земля очень мягкая, копать легко. Вот. И там речка, где я рыбу ловил. И так и не поймал ее. Не знаю, может ее нет, а может не ловится. А может я не рыбак. Последнее, скорее всего, верно будет. Ну что, продолжаем. Обнаружил я такую находочку. Необычную. Для меня она, по крайней мере. Или наконечник стрелы, не знаю. Что-то заостренное. Вот. Очень такое странное. Боюсь тереть, потому что тут уже кусочек отломился. Чуточку. Надо будет почистить, узнать, что такое. Что-то острое, заостренное, как мы видим. Если у кого-то какие идеи будут, скажите. Вот. Едем дальше. Сигнал, правда, был очень плохой. Я так думаю, дай-ка проверю. Посмотрю, что такое. Тут ржавчины много очень насело на нее. Ну, сохран, я думаю, нормальный. Отличный сохран. Такой распознать можно будет, я думаю. Видно будет. Или
что это может быть? Игрушка может быть. Игрушки такой не бывает. Окей. Видно будет. Продолжаем. После долгих и дружественных как бы будней в часовую минуту у меня был сигнальчик. Фу, лекцию прочитал, я устал. Ничего не находил пока. Вот что я тут обнаружил. Так сказать, бывшая монета. А нет, даже не бывшая, она действующая. Видите, патин есть зеленый. И надпись остается. Это Лиард. Французский. На Лиард. Вот такой я тут уже находил здесь на этом поле. Состояние тоже отличное вроде. Лиард де Франс. Так. Очень трудно было дойти до этой монеты. О, тут даже голова видна. Так, год виден. Год тоже тут виден. Сейчас я скажу. Так. 1859, по-моему. Да. Вот. Тут голова видна. Такие дела. Окей, продолжаем. Монетка есть. Уже час где-то тут хожу-брожу. Есть. Уже час где-то тут хожу-брожу. Так, я вообще не вижу, где я камеру держу. Солнце светит и отражение. Вроде нормально сейчас, да? Вот, видно. Лиард де Франс. Окей, продолжаю я. Может, еще что вытащу. Подуставший, хотел уже после монеты выйти я. Уже к машине шел. Был сигнальчик. И выпала мне вот такая штучка. Может, застежка какая. Может, скорее всего, может, сережка. Но сережка такой не бывает. Ну, что-то от украшения. Не знаю, может, ручка какая. Вот такая штучка. На сегодня я с этого поля уйду, что-то настроения нет. Да и неохота. Час только побыл я здесь. Ну, еще приеду разов 2, видать. Порыбачить и покопать. Ну, к машине пошел я. Але на этом завершаем нашу передачу в гостях у сказки.